А вот этот хаски видели, который покусал детей? Ну, видел какую-то хаску, не знаю, она не она, но тоже бегает. Последние сутки поселок Салмачи стоит на ушах. Накануне здесь собака покусала сразу 3 жителей, 2 детей и взрослого. Вот фотографии из местного паблика. Крупный маламут с ошейником и последствия встречи с ним. Рваные раны на руках и уколы от бешенства. Сегодня в 5 утра исполком направил на место отловщиков. В течение часа отловщики обследовали территорию жилого массива, ходили по улицам, собаку не нашли. После этого повторно выехали еще часов в 8, после 8 утра, в то время, когда уже люди встают. И в расчете на то, что животное удастся обнаружить, но, к сожалению, тоже не удалось его найти. Позже сюда прибыли ветеринары и полицейские. По заявлению жителей они указали дом, где может проживать хозяин собаки. Но здесь оказался другой пес. То есть это не ваша собака, но она очень похожа на ту, которая покусала? Да, поэтому приезжали, смотрели. Поэтому полиция приезжала, да, смотрела? Ветеринары тоже смотрели? Да. Все понятно. То есть ваша собака безобидная? Безобидная. Вот она, поиграть даже может с вами. Как оказалось, в Салмачах много бродячих собак. Как раз ехал на машине, и пришлось собак отрезать машиной от девушки. Вот, и потом видел этих же собак, они дербанили кошку. Вот здесь, да, вот рядом, где находится? Да, это вот на 3-й улице. Я вот лично сама только видела вот возле школы одну собаку бродячую. Там женщина как раз, она шла, испугалась, я ее вот посадила в машину и довезла. С соседями часто обговариваем по поводу самовыгула, чтобы не было такого. Ну, сами немножко боремся тоже. Не так давно тоже случай был. У нас тут одна бегала, но люди уже предприняли потом меры. Сейчас в Салмачах больше сотни чипированных собак. Бродячих регулярно отлавливают и помещают в приют. За месяц увезли 4 животных. Как говорит директор зооцентра, маламута уже вряд ли найдут. Мы уже неоднократно встречались с таким моментом, когда информация появляется в телеграм-каналах. Вот, там уже зоозащитники, вот эти вот волонтеры кидают клич для того, чтобы забрать это животное. Здесь, я думаю, либо хозяин нашел и спрятал, либо уже вот эти волонтеры тоже также могли найти и спрятать. Судя по тому, что хозяина все еще не установили, собака не была чипирована. Это нарушение закона. А за нападение владельцу может грозить уголовная ответственность. Не исключен и риск новых ЧП, учитывая, что собаку не отловили. Ильшат Низамединов, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань.